эфире телеканала «Якутия-24» главные события уходящего дня. В студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в программе. 4 воздушных судна наготове. Неблагоприятные погодные условия не дают вести поиски пропавшего вертолета в Ваймиконском улусе. Проект «Умный транспорт» дал сбой, когда теперь заработают мониторы на остановках в столице республики. Металлическое барьерное ограждение, дорожные знаки и сигнальные столбики. В Якутии завершился ремонт трассы Вилюй. Дорога соответствует всем параметрам. Несамоходные наливные баржи. В Ленском речном порту прошла торжественная церемония встречи судов, построенных по заказу Алроса Лена. Алданский политехнический техникум присоединился к республиканскому сетевому проекту. Какие еще значимые события происходят в районе, расскажут коллеги. В районе предположительного крушения частного вертолета старательской артели в Ваймиконском улусе Якутии неблагоприятные погодные условия для поисков, туман и мокрый снег. Наготове находятся 4 вертолета. Как только будет благоприятная погода, эти воздушные суда отправятся на поиски. Как сказал нашему телеканалу источник, знакомый с ситуацией, уже известны точные координаты пропавшего воздушного судна и возможно, что это очередная авиационная катастрофа. Известно, что на борту находились 3 человек, 1 член экипажа и 2 пассажира. Ранее мы сообщали, что вертолет «Еврокоптер», выполнявший полеты на территории Миконского и Тампонского районов, не выходит на связь. Установлено, что судно летело из Усть-Неры на озеро Аяма и обратно для перевозки рыбы, сообщил исполняющий обязанности главы Амиконского района Игорь Водовозов. Привлекаются это частные местные вертолеты местных золотодобывающих предприятий. Ну, насколько я знаю, в принципе, готов к вылету Ми-8, правительственный вертолет со спасательной бригадой, но так как у нас погода, пока он стоит, то есть облеты продолжаются местными вертолетами. У нас очень плохая погода, тем более в том месте стал выпадать снег, поэтому результатов поисков пока нет. 8 человек погибло в результате пожара в Красноярске в ночь с 15 на 16 сентября. Среди них 4 взрослых и 4 несовершеннолетних. Установлено, что в квартире проживала семья с 2 детьми. К ним на выходные приехали родственники. Им оказался прокурор Лесосибирска Василий Владимирович Федорцов со своей семьей. Уголовное дело передано в Центральный аппарат ведомства для наиболее полного и объективного расследования. В настоящее время на месте продолжают работу следователи и криминалисты, специалисты других ведомств, которые устанавливают причину пожара и обстоятельства произошедшего. Назначена пожарно-техническая и другие необходимые экспертизы. В качестве приоритетной версии рассматривается короткое замыкание, но вместе с тем будут проверены и другие версии. Активисты регионального штаба Общероссийского народного фронта отправились в рейд по незаконному предпринимательству. Для проверки общественники выбрали 3 давно знакомых адреса. Александр Хавренко расскажет подробнее. У владельцев мини-гостиницы «Восток» не было документов на право предоставления услуг гостиничного бизнеса. Со времени последней проверки владелец сменился, и у нового ИП есть разрешение на такой вид деятельности, как кратковременное размещение. Молодцы, что вы исправились. Спасибо вам, что вы работаете правильно. Владельцы торгового центра «Стерх» за отведенное им время изменили порядок назначения участка, и теперь их бизнес вполне законный. А вот к их соседям у общественников есть вопросы. Находящийся за нами магазин, но сейчас он, правда, закрыт уже, имеет статус спортивного зала. То есть, это магазин. С правой стороны от нас находится рихтовочный цех. Это ИЖС. Чуть рядышком находится оптовый магазин продуктами питания. Это тоже ИЖС. Опять мойка самообслуживания, тоже ИЖС. Напротив нас находятся пластиковые трубы. Это объекты лесного хозяйства. То есть, вот рядом вокруг нас находится 8 объектов одновременно. И из 8 объектов имеет статус продовольственного только вот 1 магазин. Автосервис на улице 50 лет Советской армии имеет целый ряд нарушений.
Во-первых, сервис, оказывающий коммерческие услуги, расположен на участке, предназначенном под ИЖС. В кафе, которое располагается тут же, нет элементарного уголка покупателя, ценники написаны от руки, и посетитель при всем желании не может узнать, кто владелец этого общепита. Использование земельного участка допустимо только лишь под жилую застройку и под проживание. Вот это я не уточнял, ничего не смотрел. А у вас, получается, ведется предпринимательская деятельность. Да. То есть вы торгуете и ремонтируете машины на земельном участке, который для этого не предназначен. На этом адресе мы были 3 года назад. И ситуация, как говорится, усугубилась. Здесь было некорректное оформление земельного участка, то сегодня мы видим уже, что часть земельного участка самозахвачена. Также береговая полоса очень сильно замусорена. Все материалы, собранные во время рейда, будут переданы в соответствующие контролирующие органы, которые должны принять меры к нарушителям. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. Тем временем алданские полицейские проверяют магазины, торгующие алкогольной продукцией. Подробности у Руслана Павлова. Представлюсь, оперуполномоченный АБЭП, Коронец Александр Игоревич меня зовут. В данном магазине сегодня была проведена проверочная закупка, в ходе которой установлен факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетними. Она сказала, что 18. Ну, как сказала, вы обязаны проверять паспорт, если Вот таким образом, привлекая несовершеннолетних к рейдовым мероприятиям, сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями выявляют нарушения при продаже алкогольной продукции в неотведенное для торговли спиртным время и лицам, не достигшим 18 лет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий осуществляется проверочная закупка, приглашаются несовершеннолетние, доверенные лица, и производится контрольная закупка. За 8 месяцев текущего года алданские полицейские провели более 200 мероприятий на выявление нарушений по продаже спиртосодержащей продукции. Как показывают итоги подобных рейдов, продавцы приступают закон. Проведено около 250 рейдовых мероприятий на территории района. Из них выявлено 32 нарушения по факту реализации алкогольной продукции. Реализации несовершеннолетним или вообще? Вообще из них 3 факта реализации несовершеннолетним. Оперативные мероприятия позволяют полицейским не только выявлять факты незаконной реализации алкоголя, но и проверить нарушителей на наличие в розничной сети контрафактной продукции. контрафактной продукции и предметов, свободный оборот, которые запрещены на территории Российской Федерации, не обнаружено. Теперь нарушителей ждет административное взыскание. Если история повторится, то магазин может лишиться лицензии на продажу алкогольной продукции, а руководители розничной сети рискуют попасть под уголовную ответственность. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. Система дала сбой. Всем полюбившиеся умные остановки, где на мониторах указано время прибытия общественного транспорта, вот уже больше месяца не выдает никакой информации. В проблеме разбирался Дмитрий Тымыров. Определить время прибытия общественного транспорта почти до минуты. Еще месяца 2-1,5 назад это было легко благодаря светодиодным мониторам на автобусных остановках, а также специальному мобильному приложению. Проект «Умный транспорт» должен был облегчить жизнь горожан, однако после что-то пошло не так. По-моему, летом вообще не работали, весной не работали уже. Работают только зимой. Уже давно не горят. Как началось лето, так и они не работают. То, что монитор не работает, это меня, конечно, вводит в какое-то, знаете, негативное состояние, да. Поэтому я считаю, что если что-то новое придумано, введено, да, это нужно как-то, знаете, за этим следить надо. Весной этого года администрация Якутска объявила конкурс на содержание и сопровождение умных остановок по обновлению информации на мониторах. Тогда конкурс выиграло общество «Альфа-Ранг». И 25 июня они вместе с Департаментом имущественных и земельных отношений города Якутска заключили муниципальный контракт на оказание услуг по обслуживанию светодиодных табло. Новые подрядчики в ходе обслуживания умных остановок столкнулись с рядом проблем. В первую очередь Департамент имущественных и земельных отношений так и не предоставили никакой информации. Но несмотря на это, мониторы на остановках еще какое-то время работали, но это длилось недолго. 15 августа мэрией в одностороннем порядке был расторгнут данный контракт. Вы сами инициировали или мэрия? Мэрия нас не уведомляла. 13 августа перед этим они устроили приемочную комиссию. Что интересно, почему-то они в качестве экспертов привлекли ООО «ЦДС», которая опять-таки заинтересована в данном контракте.
И сделала вывод, что табло не работает, соответственно, Альфа-Ранг не справляется с работами, и в одностороннем порядке в 15 августа с нами был расторгнут данный контракт. Мы считаем, почему вот это все произошло, потому что вторым участником данного тендера была компания ООО «Технотроника», учредителем, 100% учредителем, которого является родной брат директора ООО «ЦДС» Шарыгина Андрея Владимировича. В итоге 13 августа заказчик, администрация города Якутска, расторгает контракт с обществом «Альфа-Ранг». Сейчас уже бывший подрядчик направил письмо в адрес мэра Якутска, чтобы администрация провела проверку в отношении Департамента имущественных и земельных отношений, отдела транспорта, общества «Центральная диспетчерская служба», «Союзавто» и МУП-ЯПАК провести проверку на предмет возможного коррупционного сговора. Холода приближаются, и горожане все больше волнуются из-за неработающих табло. Ведь теперь и детям, и взрослым снова придется стоять на остановках в ожидании общественного транспорта. Вопрос остается открытым. Теперь кто будет обслуживать умные остановки, никто не берется сказать. Будут ли объявлять новый тендер или же вернут полномочия последнему, будем следить за развитием событий. Среднеколымск в этом году в межсезонье не должен тонуть в фекалиях. Напомним, весь прошлый год и в начале этого года из-за несогласованных действий городской администрации в отношении предпринимателя весь город страдал от разлива нечистот. Новая обслуживающая компания «Комфорт» не смогла справиться с коммунальными разливами из-за отсутствия техники и опыта. А предпринимателю, который в течение нескольких лет занимался вывозом мусора и откачкой фекалий, городская администрация в течение всего года пыталась мешать и не давала нормально работать. Но сейчас, после выборов новой администрации Среднеколымска, ситуация должна разрешиться положительно. Администрация города у нас рабочие отношения, деловые. И я думаю, большинство проблем мы все-таки решим. Хотелось бы, конечно, чтобы МинЖКХ услышали, что нам не нужны какие-то дополнительные деньги, а заплатили бы деньги те, которые мне должны. И мы, соответственно, я думаю, без проблем войдем в зиму. Я понимаю тоже их, что у них там свои проблемы, есть более важные предприятия. Это и ГУП ЖКХ, который у нас отвечает за тепло в городе. Хотелось бы, чтобы про нас, небольших предпринимателей, которые делают грязную основную работу, тоже не забывали. Сейчас мы прервемся на рекламу, после чего вернемся к обсуждению главных событий этого дня. Не переключайтесь и смотрите далее. В Якутии завершился ремонт трассы Вилюй. Дорога соответствует всем параметрам. Несамоходные наливные баржи в Ленском речном порту прошла торжественная церемония встречи судов, построенных по заказу Алроса Лена. Алданский политехнический техникум присоединился к республиканскому сетевому проекту. Какие еще значимые события происходят в районе, расскажут коллеги. Вы смотрите итоги дня, и мы продолжаем. Накануне Дня государственности республики 26 сентября состоится прямая линия с Айсеном Николаевым. Илдархан ответит на интересующие якутян вопросы, обсудит актуальные для региона темы, касающиеся всех сфер жизни, выскажет свое мнение по стратегическим направлениям развития Якутии. Трансляция начнется в 19 часов по местному времени на телеканалах НВК «Саха», Якутия-24, Россия-24, Радио Саха, Радио Россия, а также в социальных сетях. Задать вопросы Айсену Николаеву можно будет во время прямого эфира, позвонив в студию по многоканальному телефону. Первый указ касающийся социальной... Более 20 километров трассы А-331 Вилюй в Якутии капитально отремонтировали. Работы завершены почти на 2 месяца раньше установленного срока. Накануне празднования 385-летия города Вилюйска, в черте которого проходит федеральная трасса. На прошлой неделе для движения автомобилей открыли сразу 2 участка трассы А-331 федеральной трассы Вилюй. Работы на объектах стартовали в конце июля. На данном участке принимали участие в строительстве где-то около 100 человек, единиц 50 техники, автотранспорта. Это у нас первый участок дороги в Вилюйском районе. И думаем, что эта дорога
будет служить долго и долго. В результате проведения капитального ремонта автомобильная дорога соответствует всем параметрам. На объектах выполнили комплекс работ по дорожному обустройству. Помимо этого, дорожники укрепили откосы замполотна, привели в нормативное состояние радиусы поворота дороги. Думаю, что к 2023 году полностью должны обеспечить твердое покрытие, то есть асфальтобетонное покрытие от города Якутска до города Вилюйска. Это более 500 километров. Работы здесь должны были закончить к 31 октября, но подрядная организация справилась раньше установленного графиком срока. Ну а в общей сложности всего на этом дорожно-строительном сезоне на территории Вилюйского улуса введено в эксплуатацию 2 участка протяженностью 24 километра. Анна Васильева, Никентий Колесов, НВК «Саха», Вилюйск. В Ленском речном порту прошла торжественная церемония встречи несамоходных наливных барж, построенных по заказу судоходных компаний «Алроса-Лена». Ввод судов в эксплуатацию практически закрывает потребность завоза нефтепродуктов собственным флотом для нужд всей компании. С подробностями наш корреспондент Сергей Евсюков. 2 новых блестящих свежими красками судна уже прошли немалый путь, прежде чем достигнуть пункта назначения. За 49 дней по Северному морскому пути, промежуточному этапу плавания между движением по рекам Обь и Лена, плавсредства преодолели более 8000 километров. Баржи спроектированы и выполнены на судостроительном заводе в Томской области и предназначены для перевозки различных нефтепродуктов. Необходимо отметить, что суда выполнены с двойным корпусом, что повышает их экологическую безопасность и снижает риски воздействия на окружающую среду. Изготовление судов по инновационным технологиям, установка на них различных систем защиты – свидетельство заботы компании «Алроса» об окружающей среде. Стоит отметить, что это уже не первый шаг в защиту водных ресурсов, предпринятый алмазным предприятием. Мы переоборудовали в 2018 году 2 баржи и 1 теплоход. Фактически мы, можно сказать, построили внутри теплохода 2-й корпус, спустили в 2018 году их на воду. Они отлично отходили эту навигацию. Переоборудованные суда навигацию отходили, а вот вновь спроектированные и изготовленные стали судоходной новинкой не только на реке Лена, но и первым производственным опытом для завода, хотя базовые технологии сборки существовали прежде. Поскольку новых барж под современные требования не строили достаточно давно, только вот начали, и вот эти баржи оказались первыми для нашего завода такой конструкции. В технологии строительства барж трудностей не возникло, единственное, поджимали сроки. Но завод справился с задачей вовремя, и сейчас плавсредства убудут на отстой в Усть-Кут. Эти баржи должны пройти зачистку, контрольную проверку, тарировку грузовых танков, с тем, чтобы знать количество загруженного, проверку всех систем контроля. Постройка 2 новых барж – реализация программы компании «Алроса» по обновлению флота. В республике также реализуется комплексный инвестиционный проект по созданию современного речного флота для внутренних водных путей. Это позволит нам обеспечить требования технического регламента по оснащению судов Ленского бассейна двойным дном и двойными бортами, по снижению экологической нагрузки на Ленский бассейн. Так что подобных барж и других плавсредств, отвечающих современным требованиям безопасности, вскоре станет на реке больше. Сергей Евсюков, Виталий Андреев, Ленск. Ученые из Якутии презентовали в Москве уникальные находки ледникового периода. Эксперты говорят, что наткнулись на настоящую сенсацию, которая перевернет научный мир и даст более точные данные о том, как жили древние люди и как охотились на мамонтов. Что именно показали столичным специалистам, узнаем из материала Максима Кардоза. Эти уникальные кадры сделаны на Новосибирских островах в Северном Ледовитом океане. Месяц назад здесь завершилась 4-я экспедиция археологов и палеонтологов. 50 ученых приехали сюда из разных городов в поисках так называемого «золотого мамонта», то есть хорошо сохранившейся туши доисторического животного. Правда, наткнулись искатели на совсем другой артефакт, который вполне может стать настоящей сенсацией в научном мире.
Вот так выглядит главная находка — лопатка мамонта, который жил 20-40 тысяч лет назад. Здесь остался костяной наконечник, обломанный с двух сторон. Это доказательство охоты древнего человека. Это самый первый факт охоты на мамонта человеком, да? Были отдельные фрагменты, ну, отдельные части, там, позвонок или таз, там, а такого вот именно скелетного останка, вот, с 50% там останков не было еще. И здесь можно определить древние люди, как их разделывали, что первым делом они ели там. То, что древний человек охотился на мамонтов, было и так понятно. Но как именно он это делал, оставалось загадкой. Эта находка может заполнить недостающий пробел. Но сюрпризы, которые подготовили для ученых Новосибирские острова, на этом не закончились. Здесь удалось найти останки уникальных карликовых мамонтов, рост которых достигал чуть больше 2 метров. Таких не находили ранее. Вот, ну, там вот находили в основном вот бивни, зубы, ну, такие вот отдельные. А тут целые скелеты. И еще вот найдена туша. И тоже именно карликовой формы. На днях эти находки из Якутии будут представлены научному миру России. Дальше планируется большая работа по изучению артефактов. И вполне возможно, что мир ждут новые открытия из эпохи ледникового периода. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. У меня на этом все. О наиболее интересных и значимых событиях в Алданском районе расскажет моя коллега Татьяна Вахнина. Здравствуйте! Алданский политехнический техникум присоединился к республиканскому сетевому проекту, запущенному при поддержке Министерства образования. В рамках данного проекта планируется использовать ресурсы нескольких учреждений образования. Так, реализацию программы «Местные кадры в промышленность» политехникум продолжит совместно с Якутским индустриально-педагогическим колледжем. Также заключен сетевой договор взаимодействия с Ангарским индустриальным техникумом. По совместной подготовке наших студентов с выездом в Иркутскую область по направлению подготовки мастер по контрольно-измерительным приборам и автоматике. В Алданском районе число подростков, употребляющих алкоголь, растет. Ежегодно имеют место летальные случаи. За лето в отделение реанимации Алданской центральной районной больницы поступило 6 школьников. Самой юной пациентке исполнилось 12 лет. С профилактической целью наркологи посещают школьные родительские собрания. Врачи советуют родителям не только беседовать с детьми о здоровом образе жизни, но и учить детей не теряться в экстренных ситуациях, а обращаться за помощью к взрослым. Если ребенку становится плохо, компания быстро расходится, разлетается, то есть нет помощи этому подростку. Страх руководит им в первую очередь. В Алдане отмечен рост случаев педикулеза. За истекший период 2019-го их число превысило прошлогодние показатели в 1,5 раза. Педикулез – заболевание контагиозное, и предупредить заражение невозможно. Кровососущие кожные паразиты водятся лишь в условиях антисанитарии. Этот миф зачастую порождает невнимание родителей к состоянию голов своих отпрысков. Дерматологи рекомендуют мамам и папам регулярно осматривать волосы ребенка. В прошлом году 21 был случай, в этом году уже 36. Но мы еще не смотрели школы. К другим темам. В сентябре 2019-го исполнилось 10 лет установления часовни в 100 километрах от Алдана, на руинах лагеря ГУЛАГ. Часовню изготовили студенты Алданского политехнического техникума в период прохождения производственной практики. Сегодня часовня на Васильевке является культурно-историческим наследием района. Правда, официально она не существует. В республиканский реестр памятников ее еще предстоит внести. Нужны помощники в этом плане. Нужна очень плодотворная работа со стороны православия. К новостям спорта. Главным событием грядущего лыжного сезона станет 4-я спартакиада зимних видов спорта. Организационный комитет уже начал работу. Сильнейшие сборные Республики России вновь померятся силами на алданских трассах в марте 2020-го. Ожидается, что календарь соревнований спартакиады расширится. Таковы новости Алданского района. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с Якутией 24.